В эфире новости IT. Мы рассказываем о технологиях доступным и понятным языком. В этом выпуске, когда в России появится 5G, как якутские программисты чувствуют себя, работая в Европе, а также когда точно и что Apple покажет на осенней презентации. Обо всем этом и не только в ближайшие несколько минут. Поехали! Президент страны Владимир Путин не поддержал расчистку частот от 3,4 до 3,8 ГГц для развития сетей пятого поколения в России. Этот диапазон используют Минобороны и Роскосмос, что, как нетрудно догадаться, может и наверняка повлияло бы на безопасность. Такого же мнения изначально и придерживался Совет безопасности России, на документ об отказе которого президент и наложил резолюцию согласен. В интернете сразу поднялся бугурт, что, мол, вот, Россия теперь без пятого поколения, как все плохо, власти ограничивают развитие. Интересно, а знали ли они, что мы и сейчас в такой же ситуации с 4G? Существует сразу несколько так называемых бендов, то есть диапазонов частот. Есть 1, 3, 7, 20, 31 и 38. И российские операторы в основном используют 7 и 38. И, кстати, в этом зачастую заключается проблема покупки смартфона напрямую из Китая. В Поднебесной просто-напросто используют другие частоты связи, и телефоны для внутреннего рынка оснащают дополнительными бендами, и незачем, и невыгодно. Поэтому будьте аккуратны с такими площадками, как AliExpress, Пандау и прочими. Велика вероятность, что к самому смартфону претензий не возникнет, а вот 4G работать просто не будет. Когда же телефон попадает в Россию официально, то есть имеет логотип и лицензию Ростеста, его как раз-таки оснащают поддержкой необходимых у нас бендов. Но вернемся к запрету диапазонов для 5G. Мы ранее уже рассказывали, что тестовые площадки запущены в Москве. И работают они в диапазоне от 4,4 до 5 ГГц. И выходит так, что альтернатива есть. Вопрос в сроках. С распространенным третьим диапазоном на рынке предоставлено много оборудования для обеспечения сетями пятого поколения всей страны. И по оценкам экспертов, массово внедрить их получилось бы в течение всего-навсего 2-3 лет. А вот с 4,4 все сложнее. Диапазон, мягко говоря, непопулярный. Оборудование производят мало, и чтобы охватить всю страну, сроки увеличиваются уже до 5-7 лет. Также со своими 5 копейками к диалогу присоединились Huawei. Сказали, что их оборудование уже точно поддерживает необходимые для России частоты. А вы когда-нибудь задумывались, что конкретно для вас является важным в смартфоне? А вот в компании Oppo задумались и провели опрос, а также сделали аналитику по продажам своих устройств. Выяснилось, что все жители нашей страны обращают внимание на 3 вещи: емкий аккумулятор, быструю зарядку и хорошую камеру. Современные гаджеты потребляют много энергии, поэтому аккумулятор был и остается одной из ключевых составляющих устройства, независимо от ценовой категории. Кроме того, учитывая современный ритм жизни, функция быстрой зарядки становится все более необходимой, так как позволяет зарядить телефон быстрее обычного. Ну и с камерой вопросов нет. Все хотят выглядеть на фото красивыми, изящными и обязательно разместить их в сети. А вот как будет работать смартфон, в технических характеристиках и сколько времени будет поддерживаться производителем, задумываются отнюдь меньшинство. Вот эти вот гигабайты, мегагерцы, ну дятина. Вот я себе, кстати, стиральную машинку с барабаном купил. Из того, на что внимание будут обращать в обозримом будущем, в Oppo отметили, что смартфоны становятся центром экосистемы. Например, пультом управления технологией «Умный дом», когда с помощью одного гаджета можно управлять всеми подключенными к этой системе устройствами. При этом активно развивается и технология дополненной реальности, и эта функция скоро выйдет на новый уровень пользования. А теперь галопом по Европам о других новостях этой недели. Инстаграм запустит функцию для жалобы на фейковый контент. Чтобы подать сигнал о подозрительной информации, пользователям достаточно будет кликнуть на 3 точки в верхнем правом углу сообщение и поочередно обозначить его как несоответствующее и фейковое. Но как это и водится в подобных ситуациях, сначала информацию должны проверить, но коли проверку не прошло, то маркированные таким образом сообщения не будут полностью удаляться с платформы, но их продвижение с помощью соответствующих хэштегов будет запрещено.
Mail-группы Huawei ведут переговоры о предустановке программного обеспечения холдинга на смартфоны китайской компании. Ранее подразделения Huawei сообщали, что китайский гигант ведет переговоры и с Яндексом, в частности о возможностях интеграции голосового помощника Алиса на смартфоны компании. Так что время, когда придется вручную вычищать зачастую плохо работающие отечественные сервисы из телефона, становится все ближе. А вот лаборатория Касперского провела анализ сотовых данных и сообщила о массовом спаме в России. В частности, спамерские звонки ежемесячно получают примерно 3 из 4 владельцев смартфона в России, то есть 72% пользователей. Наиболее распространенными являются предложения займов и кредитов. И я тебе за это даю карту банка. Это, между прочим, самый большой онлайн-банк в галактике. В топ нежелательных также входят звонки от коллекторов, рекламные звонки, предложения рискованных финансовых операций и инвестиций. Эксперты компании также выяснили, что чаще всего спамеры звонят в четверг и пятницу в интервале между 16 и 18 часами. Поэтому по окончанию рабочего времени в эти дни хорошенько задумайтесь, стоит ли поднимать трубку с неизвестного номера. Кстати, в Касперского также отметили, что именно поэтому сегодня востребованы приложения, позволяющие определять, не беря трубку. Кто нарушил мой покой? А теперь поговорим о нашем регионе. Как, живя в Якутии, попасть на работу в престижную компанию в Европе? Готовясь к этому выпуску, нам удалось пообщаться с девушкой, которая смогла устроиться в престижную голландскую компанию Improve Digital, активно использующую технологию Big Data. О том, что представляют из себя большие данные и как ей удалось попасть на эту работу, она рассказала в интервью нашей программы. Сардана, если мы посмотрим в интернете, что такое Big Data и что она из себя представляет, то самой первой строчкой в поисковой строке это будет Big Data простым языком. Можно ли для людей, которые не связаны с IT-индустрией, которые не в курсе современных технологий, наиболее простым языком объяснить, что из себя вообще представляет Big Data, что это такое? Ну, Big Data, большие данные, это получается просто сбор, обработка данных для выявление какой-то информации из него. Основная часть – это сбор и переработка его, очистка и все остальное, и анализ, чтобы получить какую-то информацию. В принципе, его используют везде. Например, в метеорологии они собирают данные, потом применяют модель, и прогноз какой-то выходит. И можно это использовать для чего угодно. Но получается, что для этого нужно иметь и большую серверную базу? Не всегда. На самом деле, вот сейчас они пытаются уходить от слова «большие данные» просто в данные, потому что в некоторых сферах вообще, в принципе, один файл данных в 1 мегабайт уже полезная информация. Зависит от данных. И все идет в облако, один из трендов. Никто уже не держит сервера у себя. Для обычного человека, наверное, сервисы, которыми обычный человек пользуется, они будут лучше. Они делают сбор данных, какие страницы люди посещают, что они делают, почему они ушли с сайта, например, да, и улучшать свой сервис. Каково сейчас развитие IT-технологий в Европе? И ты приехала после этого в Россию. Можно ли оценить, что в России примерно на том же уровне, либо выше, либо ниже? Именно большие данные, наверное, вот в Голландии более развито, вакансий больше, я думаю. И даже маленькие стартапы пытаются это использовать. Там очень много стартапов, которые открываются у нас в России, Сбербанк. Вот большие компании они делают. Как ты из Якутска уехала учиться в другой город и после этого города смогла оказаться на рабочем месте, работе в Европе? Я училась сначала в Майнской гимназии, потом меня родители отправили учиться здесь, в школе Алексеева. И я поступила в Бауманку. И, я в другие еще университеты поступила, но мой отец сказал, надо на информатику учиться. Мне была интересна и физика, и химия. Не было такого, что я именно хочу на информатику. Мне нравилось программирование в школе тоже, у меня получалось. Но такого именно желания быть программистом по окончании школы у меня не было. Это потом, когда я в Бауманке уже, наверное, только к 4-му курсу мне это начало прям именно нравиться. И после Бауманки я вернулась сюда, тут немножко поработала годик, и я решила магистратуру. И подавалась я в Москве и в Питере.
Я поступила туда, и там программа двойного диплома. 1 год в Питере учишься, 2 год в Амстердаме. То есть год я отучилась в Питере, параллельно работала тоже программистом. И на 2 год поехала в Амстердам. Мне там очень-очень понравилось. И после выпуска я нашла работу. Ну, там многие остаются. Нашла работу и осталась. Самые лучшие программисты считаются российские, вообще говоря, во всем мире. Очень много программистов из России в Голландии. Надо научиться программировать на одном из языков, который популярен. Ну, я бы посоветовала Python. Поступать в Москву, Питер, Новосибирск, где хорошие университеты, если хочется. В принципе, здесь в Якутске тоже хорошие программисты же. Опыт работы 2-3 года, и можно уже подаваться в Голландию. Там недостаток айтишников. А знание английского обязательно. Очень многие стесняются разговаривать на английском, даже если они знают. Вообще не надо стесняться, можете с ошибками хоть как говорить, главное мысль донести. Я до сих пор так разговариваю, все понимают. Ну, в смысле, лежать в направлении мечты. И в завершении о грядущей презентации Apple. Хоть яблочники еще не объявили точной даты осеннего ивента, но умельцы нашли информацию, где бы вы думали, в коде iOS. В последней бетке мобильной операционки на одном из скриншотов экрана есть ярлык календаря, содержащий число 10 и день недели вторник, которые указывают на 10 сентября. Подобное было в прошлом году, когда в iOS 12 обнаружили дату презентации iPhone XS. Кстати, новые айфоны, по все той же инсайдерской информации, все-таки будут номерными: 11, 11 Pro, а не Max, и iPhone 11R, что будет продолжением прошлогодней линейки XR. А вот что-то кардинально нового ожидать от них не приходится. Устройствам приписывают очередные минорные улучшения технических характеристик, новое поколение Face ID, процессоры A13 Bionic, больше оперативной памяти и так далее. Камеры получат большее количество модулей, третий станет либо широкоугольным, либо для оптического зума. Также возможно странное, но может кому-то полезная возможность заряжать свои AirPods непосредственно от iPhone. Единственное, что остается действительно тайной, это цены. Дело в том, что продажи айфонов как таковые падают с каждым годом, и многие это связывают как раз-таки с заоблачным прайсом на аппараты. С другой стороны, из-за торговой войны между США и Китаем, а я напомню, что вся яблочная продукция собирается именно в Поднебесной, себестоимость в производстве выросла. И, как правило, все эти издержки вкладываются в конечную цену и платят за них сами пользователи. Аналитики, кстати, предупреждают, что в ближайшие полгода в принципе все гаджеты, даже старые, с вероятностью 50/50 подвергнутся подорожанию. И какой конечный ценник заломят за новый iPhone, доподлинно неизвестно. В целом компания вышла на 3-годичный цикл обновления устройств, и такие ожидаемые новшества, как новый дизайн, отсутствие моноброви, модули 5G и прочее, вероятнее всего придутся уже только на 11S-версию, то есть в 2020 году. А на сегодня все. Повтор программы вы найдете на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте yak24.ru. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго.